Уважаемые участники заседания, есть у кого какие дополнения по рассматриваемому делу? Нет? Мне тоже есть. Спасибо. Тогда на этом исследование материалов считается завершенным, и право заключительной речи предоставляется Османалиева Айнуре Мусаевне. Пожалуйста, к трибуне. Спасибо. Уважаемые судьи Конституционной палаты, участники сегодняшнего судебного разбирательства. Сегодня мы рассмотрели вопрос о том, соответствует ли оспариваемая нами норма Конституции, и уже отметили для себя часть тех моментов, которые может быть приведена в заключительной речи. В первую очередь хотела бы сказать о том, что существующие международные стандарты в сфере защиты дефамации требуют от публичных лиц, в том числе занимающих высокие государственные должности, проявления особой терпимости к повышенному общественному вниманию и критике в свой адрес. Политики и должностные лица, как публичные фигуры, должны обладать меньшей степенью защиты от критики, чем простые граждане. Общепризнанные мировые стандарты плюралистической демократии требуют, чтобы общественность была проинформирована по вопросам общественной важности, что подразумевает собой право средств массовой информации распространять информацию, в том числе и мнение о политических деятелях. Государственные чиновники могут быть подвергнуты критике в СМИ вследствие их доминирующего положения, и эти государственные чиновники не должны находиться под какой-либо особой правовой защитой закона. Вместе с тем, эти лица, представляющие эти государственные институты, должны оставаться под защитой на равных основаниях, так же, как и обычные физические лица. Если политические деятели приняли решение апеллировать к доверию общества и согласились выставить себя на публичное политическое обсуждение, тем самым они согласились, что их деятельность подлежит тщательному контролю со стороны общества и потенциальной общественной критики через средства массовой информации, так как это является необходимым условием обеспечения прозрачности и ответственного исполнения этими лицами своих должностных функций. Резюмируя свою речь, я хочу отметить, что первое. Оспариваемое нормативное положение противоречит Конституции, поскольку закон был принят в 2003 году. С тех пор практически не менялся, в то время как Конституция была принята в новой редакции в 2010 году. В 2016 году были приняты поправки к ней. И в новой Конституции 2010 года полномочия прокуратуры существенно сужены, в том числе и в части вопроса защиты чести и достоинства президента. В соответствии с действующей Конституцией, в отличие от Конституции, которая была 1993 года, прокуратура уже не надзирает за гражданами, общественными объединениями, юридическими лицами, и, соответственно, она не может использовать меры прокурорского реагирования, так же, как и такую меру, как обращение в суд для защиты чести и достоинства президента. Второе. Честь и достоинство президента, по мнению Генеральной прокуратуры, должны защищаться как честь и достоинство гражданина, занимающего должность президента. Хотя ранее была выражена позиция о том, что честь должна защищаться как честь и достоинство государственной институции или органа государственной власти. И в целом иски подаются для защиты государственных интересов, поскольку президент является органом государственной власти. Однако в этот раз позиция такова, что органы прокуратуры защищают честь и достоинство президента как гражданина, занимающего должность президента. Мы считаем, что обе позиции, как я уже отметила в своем выступлении, ошибочны, поскольку возникает противоречие процедурного характера в части тогда, когда представляются интересы президента как гражданина. Ясно, четко было отмечено о том, что правового механизма, который бы регулировал порядок изъявления воли президента в случаях, когда его честь и достоинство задето, нет законом, это не регулируется, не предусмотрено. Соответственно, в части отсутствия заявления или выражения воли в какой-либо форме
о том, что необходимо защитить его честь и достоинство президента, в этой части однозначно эта норма противоречит Конституции. Хотелось бы отметить, что по тем искам, которые, 6 исков, которые были инициированы в 2016-2017 годах, нам не удалось узнать, было ли заявление или выражена в письменной форме воля президента в адрес генерального прокурора или нет. Третье. Оспариваемая норма предусматривает участие генерального прокурора в защиту чести и достоинства президента. По нашему мнению, нарушает принцип равноправия и состязательности сторон в гражданском судопроизводстве и процессе. Генеральный прокурор необоснованно и нецелесообразно наделяется правами ответчика и потерпевшего при рассмотрении исков о защите чести и достоинства президента. Было отмечено, что это в части ответчика и потерпевшего данная норма не приведена в соответствии с действующей Конституцией. Это еще одно основание для того, чтобы признать ее неконституционной. Четвертое. Оспариваемая норма, ставя в неравное положение стороны истца от ответчика, где с одной стороны истца президента представляет генеральный прокурор, нарушает конституционные права граждан, юридических лиц, выступающими ответчиками по делу о защите чести и достоинства. Пятое. Отсутствие равноправия сторон в судебном процессе также выражается в том, что согласно части 1 статьи 30 Конституционного закона о статусе судей, решение о возбуждении уголовного дела в отношении судей принимается генеральным прокурором. Соответственно, у генерального прокурора имеются рычаги давления на судью, рассматривающее дело, поскольку он наделен таким полномочием, вышеуказанным Конституционным законом. Поэтому всегда существует риск воздействия на судью, и мы считаем, что во избежание этого давления на независимость судьи необходимо признать данное право или полномочия генерального прокурора по представлению интересов президента в суде по гражданским делам о защите чести и достоинства деловой репутации. На основании вышеизложенного, руководствуясь частями 6, 7, 11 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьей 21 Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики, мы просим признать абзац 2 статьи 4 закона Кыргызской Республики о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики неконституционным и противоречащим части 3 статьи 5, частям 2, 3 статьи 16, части 2 статьи 31, части 3 статьи 99, статьи 104 Конституции Кыргызской Республики и отменить его действия. Спасибо. Право заключительной речи предоставляется Османбаеву. Пожалуйста, к трибуне. Спасибо, уважаемый председательствующий. Я постараюсь коротко выступить, поскольку наши позиции после выступления стороны ответчика в принципе не изменились. В первую очередь хотелось бы отметить то, что мы не оспариваем сам высокий статус и положение президента и его право на защиту. Защита его интересов генеральным прокурором не гарантирует отсутствие критики и сведений, порочащих честь и достоинство, как показывает практика. То есть это не является механизмом, который прекратит эту критику или так далее. При этом его высокий статус, положение и как он отразится на имидже государства, это те обстоятельства, которые должен учитывать суд, когда будет выносить решение. Причем важно учитывать еще тот факт, то, что необходима и автономия воли, потому что, как показало, это может привести к множеству проблем. Ну, к примеру, Генеральная прокуратура подала иск, выиграла дело. А в конце президент сказал, ну это меня в принципе не задевает, ни мою честь, ни мое достоинство. То есть, что быть суду в этом случае? И этот вопрос, он так и остается нерегулируемым законодательством, там сплошные пробелы на пробеле. В принципе, я все. На основании вышеизложенного просим признать оспариваемую норму, противоречащую Конституции. Спасибо. Право заключительной речи предоставляется Алмазбекову. Алмазбекову, вы заявлены как представитель Кылдышалиевой. Спасибо. Я коротко, я поддерживаю своих коллег полностью. Поддерживаете в чем? Что оспариваемые нормы противоречат Конституции. Угу. И что просите? Признать несоответствующую Конституции.
данные Я бы на нормы. будущее попросил бы вас, если вы определяете представителя, чтобы представитель был готов к судебному процессу. Присаживайтесь. Спасибо. Право заключительной речи предоставляется Алагушеву. Уважаемый суд, в данном случае вот после позиции Генеральной прокуратуры стало ясным, да, что автономной воли, скажем, да, в данных ситуациях нет автономной воли президента. И говоря о именно досудебном урегулировании, на самом деле, если бы, скажем, их полномочия оставались, я думаю, может быть, вот этих исков не было бы. И этих ходатайств тоже в суде здесь не было бы. Потому как, на самом деле, на вопрос я отвечу, как родился этот закон и так далее. В принципе, скажем так, он не такой и страшный. Вот именно вот этой оговоркой досудебной. Потому как любое средство массовой информации, будь то информация в интернет-среде, можно, скажем, этот вопрос решить, прекратить, да, определенные действия, то есть изъять, удалить, дать опровержение, извиниться и таким образом не дать ходу исковому заявлению. Так как вот эта норма теперь по мнению Генеральной прокуратуры и по мнению судов общей юрисдикции, которые к нам не прислушались о том, что эта норма была быть действующей, вытекает из того, что вот опять же, да, я о двух стульях. То есть эта норма является утратившей силу, так как она уже больше не обозначена в нынешней Конституции, а последующие, оказывается, действовать должны. Ну а где логика? То есть, опять же, эти моменты не прописаны более, честь, достоинство президента, то, что указано было в той Конституции. И поэтому, уважаемый суд, мы на самом деле вот на основании всего изложенного, говоря о том, насколько вот тут ссылались на статью 45 ГПК, 48 и так далее, вопрос заявительного характера и защиты государства, то наша позиция была озвучена выше. На основании изложенного руководства частью 7 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 1 части 1 статьи 20, статьи 21 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики, прошу признать статью 4 Закона Кыргызской Республики о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики, противоречащей части 3 статьи 16, частями 2 и 3 статьи 20, частями 2 статьи 31, статьям 60-104 Конституции Кыргызской Республики. У меня все. Спасибо. Присаживайтесь. 48-я. Это предыдущая ГПК. По ошибке. Мы должны понимать, как 48-я. 48-я. Да, 48-я ГПК. 48-я, да. Право заключительной речи предоставляется представителю Жевок Кенеша Мамбетовой. Мамбетовой. Мы придерживаемся своей позиции и просим на основании статьи 32 Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики ходатайство Джилдошалиева, Алагушева, Алишева, Усенова, Исаевой о признании статьи 4 закона Кыргызской Республики о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики неконституционным и противоречащим Конституции Кыргызской Республики. И просим суд оставить без удовлетворения. Спасибо. Право заключительной речи предоставляется Балджировой. Пожалуйста. Я поддерживаю. Трибуне. Мы, как отметили в своем возражении, участие генерального прокурора по защите чести и достоинства президента в рамках процесса по ГПК мы считаем, что она никаким образом не нарушает статью 99 о состязательности и равноправии сторон. И полагаем, что вот 4 статья, она соответствует нормам Конституции. Просим оставить ходатайство обращающих сторон без удовлетворения. Спасибо. Присаживайтесь. Уважаемые участники
На этом рассмотрение дела считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Прошу всех встать.